Твою мать. Да что такое? Есть все-таки. Одну добил. Две патроны-то. Ёшкин ты кот. Заранее не приготовил. Куда стрелял? И это уже далеко. Еще и улетела. Епишкин кот, твою дивизию. Что это такое? Просто жуть, жуть, жуть. Вот это я популял подранков. А чё ты? Не выстрелил это? Да. Это полный трындец. Дождался стайку, села стайка. И со всей стайки только одна добытая утка. И ружье подвело, и мажу слишком кучно идет в спешке. Что-то вообще не так. Да. Ладно, перезаряжаемся, готовим. Ждем следующую стайку. Это надо без слов. Злой на себя аж как никто. Ну что, время 8 часов. 3 часа на утрянке. Всего 2 стаи. Одна села, подплыла. И вторая уже была, собирался выезжать, села сюда. В общем, с каждой стайки добыто по одной утке. И плюс еще 2 подранка. Надо выезжать на лодке, доставать уток. Одну вижу кверху пузом, вторая куда-то туда ушла. В общем, пойдем подкачаем лодку и выйдем, потому что все. Если какая-то надежда была, то сейчас вообще ни одна утка нигде не пролетает, никто нигде не стреляет. Я так думаю, ну, может быть, в течение дня подсядет, будет видно. Все, выезжаем. Посмотрим, что у нас получилось сегодня добыть. Соберем. Ну, возможность была. Что говорить, 2 стаи были хорошие. Если бы верный глаз и хорошее оружие не подвели, то результат был бы лучше. Но что есть, то есть. Погнали. А вот, друзья, и первый снег пошел. Покров есть покров. Все по природе. Вот он. Вот он, первый снег. Именно в день покрова у нас пошел первый снег. Вот он летает, первые снежинки. Не знаю, радоваться или горевать. Ну, что есть, то есть. Так, подкачали лодку. И теперь будем пробовать аккуратно выехать. Аккуратно, аккуратно. Так,
Вот здесь мы заезжали. Здесь попробуем выехать, если получится. Или здесь. Так вот. Все качается. Так. Ну, с Богом. Аккуратненько, только аккуратно, не надо спешить. Опачки. Так. Бедные мои коленки. Ну что? Не жарко. Не жарко, не жарко. Первый снег пошел. Так, ну вроде сели. Ну, попробуем сделать кружочек. Может быть, получится добрать подранка. Их уже у нас сегодня 2. Так, тяжело. И в прошлый раз 1-3 подранка у нас здесь должно плавать. Против сильного ветра вон стоим на месте. Так что придется немало поработать. Так, друзья, вижу одного подранка. Но он чешет намного быстрее, плывет против ветра, чем я пытаюсь его опередить. Он понимает, что я двигаюсь в его сторону и также плывет против ветра, только по тому берегу. Если я сейчас переплыву, он поплывет еще быстрее, его будет не догнать. Надо как-то постараться. Была бы моторка, я бы объехал бы и все. А так придется помаслать, попробовать опередить, чтобы он повернул в другую сторону, и потом уже по ветру пробовать его добрать. Ладно, этого хоть видим пока. В прошлый раз вообще потеряли. 3 подранка здесь у нас уже на озере. Вроде получилось. Домослал до конца, до середины озера. Но подранок поплыл в ту сторону. Но заметил, вот еще 2 утки плывут. Может быть, тоже наши подранки. Попробуем еще до них домослать, если получится. 4 утки полетели. Зря греб. Я думал, подранки. Это, оказывается, просто здоровые живые утки, просто плыли вдоль берега. Перелетели. Так, ну что, переплываем на противоположный берег и аккуратно по ветру будем пробовать искать наших подранков. 1-то точно там остался. Ну и 2 еще, возможно, где-то здесь. Полозера. Где-то почти километр, наверное, проплыли. Далеко тоже отплывать нельзя, могут подбитых уток, воронье сожрать. Все, по ветру будет теперь немного легче. Да, с таким ветром на резинке приятного мало против ветра кататься.
Проморгал кряку. Залетела прямо откуда-то с травы оттуда. Я пока развернул лодку, пока взял ружье, она ушла. А так взлетела от меня метров 15-20, наверное. Просто с другой стороны взлетела. Если бы так взлетела, можно было бы успеть. Сидела до последнего, взлетела уже, я проехал ее, она только потом взлетела. Такие они хитрецы. На резинке маневренности 0. И крутит по ветру только так. Вот если вдвоем было бы проще. Один гребет, второй наготове. А я уже своего подранка опять не вижу. Куда-то он уже заныкался. В траву или куда. Уже спрятался. И сейчас его найти уже будет сложно. И ладно. Жалко только потерянного времени и сил. Сколько я маслал. Полчаса, наверное, против ветра греб. Так. Заметил нашего подранка. Но я смотрю, у наших подбитых уток уже ворон кружится, блин. Так что, я же говорил, мне надо далеко отплывать, блин. Только отплыл, он уже тут как тут. Он видит, чувствует, что в зоне выстрела, и не подлетает. Вот он кружит, сел на елку. Ну, может быть, заметил меня. И не подлетит к уткам, а так бы уже, если уже не забрал. Вот он опять поднялся, опять кружит. Черный ворон, блин. Вот он кружит уже, блин. Короче, надо спешить, иначе мы и подбитых уток потеряем так. Заметил. Правильно, одна там кверху пузом, вторая тоже. Так, вот наш подранок. Метрах 100 от меня. Чешет наконец озеро. Если бы кто-то вот был возле берега, можно было бы сейчас его с берега добрать, но у нас никого нет. Так что как-то попробуем сами, если получится. Нырять он, конечно, будет. Но, может, повезет. Процентов 10-15 из 100 есть, что мы его доберем. Бывает, иногда везет. Но в большинстве случаев они, конечно же, начинают нырять и очень хорошо прячутся. Или возле берега, или опять туда против ветра пойдут и летят. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. Летят лебеди. Видишь, заметили мою лодку, начали кричать и облетели. Продуманные. Так, тем временем мы приближаемся к нашему подранку. Метров 80 уже осталось. И тут как бы конец озера. Ну, посмотрим, получится нам ее обхитрить или она нас сделает. Остается метров 50, наверное, до утки. Черный ворон продолжает кружить над нашими подбитыми утками. Я так думаю, сейчас он уже не рискнет. О, взлетела, ёшкин кот. Есть. Нет. А теперь вот есть. Летающий подранок оказался у нас. Вот это да.
Повезло. Наши 10% мы не упустили. Так, с нее и начнем собирать. Это хорошо еще я попал в лед. Все-таки, хотя и неудобно стрелять было, резиновую лодку начала поворачивать. Надо было рассчитать опережение, все такое. Уронил. А она еще не наповал. Продолжала плыть. Хорошо, что не нырнула. Вот еще и шевелится пока. Думаю, скорее всего, уже навряд ли у нее получится. Хотя всякое бывает. Бывает, себя приходят, нырнут и тоже пропадают. Так, здесь видно. Это у нас... Что за утка? Это у нас, походу, даже не хохлатые. Да, это у нас морская чернить. Морская чернить, да. Хорошая крупная утка. Попала в голову. Ну, бронебойные они еще. Тоже бронебойные. Он уже попал, она упала. Значит, получается, это вторая стайка. Это морские чернити садились. Так. Ладно, на всякий случай поставим сюда. А то еще и с лодки убежит. Первая стайка это подплывали хохлатые чернить. А вторая стайка вот сюда садились они, когда это получается стайка морская чернить. Они покрупнее немного. По коми хохлатая чернить называется просто турунчаж. А морская чернить называется уджитпелес турунчаж. Ну типа крупный турунчаж. А есть еще ичитпелес турунчаж. Там они вообще как чирок, наверное, чуть покрупнее чирка. И да, нету трех штук пенопластовых чучелов нету. Два опрокинулись, вот кверху пузом лежат. Один пластиковый утонул, скорее всего кто-то стрелял, наверное. И тут 3 штуки было в одной куче, тоже их не видать. Или птица утащила, или кто-то подходил с берега, мог с помощью веревки и палки тоже загрести всех троих. Народ всякий бывает. Ладно, проплыву. А, вот они, вот. Нет, зря грешил. Вот они здесь. 2 штуки вижу. Это, скорее всего, коршун или сова. Утащили на берег или ветром унесло. Сильным ветром. Грузолегкие. Вот они. Не, все-таки, наверное, птица. Сейчас должны, наверное, следы от когтей быть. Я так думаю. Так. Здесь нету. Здесь нету. А третья вон на берегу. Вон. Там, наверное, со следами от когтей, я так думаю. Ну, нашлась наша троица. Вот такие вот прекрасные чучела. И кто-то их затащил на берег. Сейчас мы их закинем обратно. Или утащило ветром. Сейчас распутаем и поставим их обратно. Вот и подплыли мы к нашим уточкам. Это у нас кто? Это у нас хохлатая чернить. Есть контакт. И вот вторая утка у нас. Так.
хохлатая. А, или морская, не понимаю. Нет, хохлатая чернить. Ой-ой-ой-ой. Все равно сплаваем сейчас до конца озера. Бывает так, что подранки доходят сами и течением их уносит. Так, а это у нас это у нас тоже хохлатая чернить, ну крупная. Вот такая вот хохлатая чернить. Или это морская. Ну-ка, лапы одинаковые. Вот как-то вот так. Клюв побольше. Это морская чернить. Это хохлатая чернить. Две хохлатые чернити, турунчеж, и одна морская чернить. Вот она покрупнее утка. 3 уточки у нас добыто. Вот такая вот красота, вот такая вот утрянка. Пока 3. Потому что мы еще находимся на озере и может произойти всякое. Может кряква сейчас вот взлететь отсюда с 3 метров. Всякое может быть. А вот еще один наш подранок потерянный. Не зря здесь ворон кружит. Вон. Остались от уточки рожки до ножки, так сказать. О, ледок, лед на берегах. Вон. Шкурки. Кусок шкурки с перьями и все, что осталось от утки. Проглотил вместе с костями. Вон, свеженькая, даже не испортилась. Нашел подранка и сожрал. От охотника утка умеет прятаться, а от вороне хрен спрячешься. Ворон везде найдет подранка. Вон, по берегам уже шуга, как мы видим. Вон, лед. Тонкий, но лед. Первый снег мы сегодня видели. Так, бывает и вот там вот после этой перемычки узкое озеро тоже. Весной мы там сидели в шалаше. Там тоже бывают утки. И бывает они налетают. Иногда. А глянем, есть сегодня-то нет что-нибудь. Вот озеро, тут перемычка, тут даже шест переходят. Но я тут лет 17 было, наверное, искупался, провалился, и что-то у меня желание напрочь перебило здесь переходить. Болотина. О, вот тебе и лед. Вот он, лед. Шуга уже есть. Так что если ветра бы не было, здесь бы уже, вон, походу, утка там, ну, плавает одна. Сейчас должна подняться, скорее всего. Блин, опасно. Вот жердина, и по этой жердине народ переходит. Вот, представляете, да? Вот я тоже здесь переходил, подскользнулся и чуть не утонул. Вот утка плавает там одна. Можно, в принципе, попробовать выйти на берег. Давайте попробуем.
Выйдем на берег, попробуем подкрасться вдоль. Иногда не взлетают. В лед можно будет попробовать сбить. Так. Что, выходим на берег, если это у нас получится. Вот плавающие кочки. Вот представляете, да? И здесь вот народ переходит. Прыгает по плавающим кочкам на эту жердину. И лично у меня иногда это получалось, но один раз не получилось. Я провалился и жестко искупался. Была тоже поздняя осень. И приятного было мало. Так. Пчела выкинуть, наверное. Блин, немножко хотя бы наехать надо. Блин, никак. Ладно, попробуем. Никак не могу подняться. Лодка еще подспустила. Ноги затекли. Свою дивизию. Бляха-муха. Сейчас будешь перешагивать. Лодка может уйти. И капец. Так. Ладно, пробуем. Фу, бля. Ноги затекли, да и лодку надо подкачать, спускает. Все. Вытаскиваем лодку на берег. И прогуляемся чутка. Вот она плавает утка. Патроны здесь. Попробуем. Бывает, иногда налетают. Есть. Подранил. Как-то вот так. Получилось подкрасться.
Подбили еще одну уточку. Вот, осталось перетащить резиновую лодку и поднять 4-е. Вот она, красотка. Ну и все, наверное, там больше никого не видать, если в кустах никого нет. Вот так вот иногда получается стрелять. Инскатан. Так. Немножко прогулялись. Опа, опа, опа. Аккуратненько. Аккуратненько. Так. Где наше второе весло? Вот она. Наша 4-я добытая уточка. И это тоже у нас турунчер. Чернич. Чернич. Вот такая вот хохлатая чернич. По голове наверняка есть. Вот там вот наш шалаш, где мы весной сидели. Одни кувшинки, уток нет. Так что поехали обратно. Пока подходил к лодке, пролетела над головой стайка штук 7-8 хохлатых, но не заметил, прозевал. Если бы подлетели с другой стороны, можно было бы в лед, а так и, ну, рядом пролетели метров 30, наверное, от меня. От меня. Заметили, шуганулись и ушли на озеро, туда куда-то сели. Так что утка немножко начала летать. Вечерком можно будет еще посидеть, наверное, немножко. А пока поехали. Пособираем брусничку, пока снега нет и дождя. Ну вот на сегодня и все. Утрянка удалась, хотя уже время почти 10 часов без 15, но это все равно была утрянка. И наша сегодняшняя добыча — это 4 утки, 3 хохлатые чернити, 1 морская чернить. И парочку подранков еще ушло, не добрали. Ничего страшного. Как говорится, добыча увеличивается в арифметической прогрессии. Первая охота была 2 утки, 2 черка. Сейчас 4, значит на следующую, дай бог, будет 8. Было бы неплохо. Посмотрим. Как получится, так получится. В принципе, я доволен. Погода прохладная, не жарко. Все нормально. Постреляли. Правда, мазали, вернее, сегодня. Ну, кое-что и попадали. И были удачные выстрелы, и в лед подшибал. Нормально, мне понравилось. На этом пока закругляемся. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. В первую очередь это, конечно же, ролик посмотрят подписчики Дзен Премиум. Далее, через день, ролик выйдет на Рутубе. Ну и потом уже ВК-видео. Как-то вот так. До новых встреч, до новых охот. Ну и скоро будет уже первый лед не за горами. Уже за берегом мы сегодня видели. Увидимся. Есть еще один подранок. Добрали. Выехал на вечерку. Смотрю, отплывает. Отплыл оттуда, с того берега сюда. И как бы далеко.
накачал лодку, он пошел оттуда сюда вверх. Плывет, плывет. Я, как обычно, вот там вот опередил его. И он замер. Я до сих пор не пойму, кувшинка это или подранок. Стоит, не шевелится вообще. Потом вроде утка, думаю. Дай-ка я камеру одену. Я даже без камеры был. Камеру одел. Включил. Не, вернее, она шевельнулась. Я уже 100% понял, что это утка. Вот она. 100% понял, что это утка. Вон, мозги на вылет. Вот хохлатая чернить доплавалась. Ну, хоть мучиться не будешь, и то. Включил камеру. Подъехал. Ну, как подъехал? Вы дальше сами все видели. Лодку начал разворачиваться. Я уже на последний момент, думаю, пока не нырнула, нажал на курок. Спусковой крючок, вернее. И все, получилось. 5-я утка на сегодня. Энскаден. Добрали. У нас остался только один подранок здесь. Где-то. Если никто не добрал. А, съели же подранка. Так что подранка больше нет. Птицы съели подранка. Все. Больше подранков здесь нет. Всех добрали. И это хорошо.